Здравствуйте! Рада приветствовать вас в проекте «Онлайн-среда». Меня зовут Катерина Сергеева, и сегодня мы расскажем вам актуальные новости России и нашей республики, а также обсудим интересные события и ответим на ваши вопросы. Оставайтесь с нами, будет интересно. С 1 июля повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров. Граждане, которым в июле исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Она составит 17 815 рублей 40 копеек при базовой фиксированной части, равной 8 907 рублям 70 копейкам. Такое повышение выплаты проводится автоматически. С июля увеличенная пенсия предусмотрена для граждан, получивших в июне первую группу инвалидности. Им также выплачивается двойная фиксированная часть пенсии 17 815 рублей 40 копеек, независимо от возраста пенсионера. Если у пенсионера появились на иждивении нетрудоспособные родственники, дети до 18 лет, студенты, обучающиеся на очной форме возрастом до 23 лет или инвалиды любой группы, ему назначают ежемесячную прибавку 2969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не больше, чем за 3. Если пенсионер завершил трудовую деятельность в июне, то с июля пенсию ему будут начислять в полном размере с учетом всех индексаций. Перерасчет проводится автоматически, но может отразиться в суммах выплат через 2-3 месяца. Ранее член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб уточнила, что с августа пенсию повысят на те баллы, которые работающие пенсионеры получили за 2024 год. Они смогут получить до 3 баллов ИПК. Кроме того, с 1 октября 2025 года повысят пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур. Напоминала депутат, такие пенсии вырастут на 4,5%. В начале 2025 года в России возобновилась индексация пенсий работающих пенсионеров, приостановленная в 2016 году. Индексация применяется не к уже выплаченной страховой пенсии работающего пенсионера, а к ее размеру с учетом всех индексаций за периоды трудовой деятельности после 2016 года. Это позволит работающим пенсионерам получить более значимую прибавку. Работа на Украине будет включена в стаж для начисления пенсий россиянам. Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев сообщил, что работа на территории Украины будет учитываться при исчислении страхового стажа граждан Российской Федерации для начисления пенсии. Депутат подчеркнул, что закон, устанавливающий особенности пенсионного обеспечения для граждан Российской Федерации, имевших периоды работы или иной деятельности на территории бывших областей Украины, ставших российскими регионами, вступает в силу с 1 июля 2025 года. По его словам, закон предусматривает возможность включения данных периодов в страховой трудовой стаж при назначении и перерасчете страховых пенсий. В страховой стаж засчитываются периоды работы или иной деятельности на территории Украины с 1 января 1991 года по 23 февраля 1922 года, на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонских областей с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Страховой стаж – это совокупное количество времени, в течение которого осуществлялись выплаты страховых взносов в социальный фонд Российской Федерации, включая разные виды трудовой и иной деятельности. Россиянам объяснили правила открытия социальных счетов. Социальные счета и вклады появятся в России с 1 июля этого года и будут действовать для получателей мер социальной поддержки. Для их оформления нужно иметь доступ к госуслугам и электронной подписи. Социальные счета и вклады рассчитаны на адресаторов мер социальной поддержки по утвержденному правительством перечню. На остаток на счете каждый месяц будут начисляться проценты по самой высокой ставке, которая действует в банке для вкладов физлиц сроком от месяца до года включительно. Одно физическое лицо может открыть один социальный счет и один социальный вклад. При этом они могут быть в разных банках. При этом вклад не может превышать 50 тысяч рублей, открываться на срок на 1 год, но может пролонгироваться на тот же срок. Сами договоры в электронной форме можно будет оформить только на госуслугах и подписать только электронной подписью. Все операции по таким счетам проводятся только в российских рублях. С 1 июля 2025 года такие вклады обязаны открывать только системы значимые банки, а с 1 января 2027 года остальные кредитные организации, входящие в систему страхования вкладов. Поэтому часть клиентов, не являющихся клиентами системно значимых кредитных организаций, не имеющих доступа к сервису госуслуги и не получивших электронную подпись, не смогут в первое время открыть социальные счета и социальные вклады.
В ипотеке начнут действовать новые ограничения. С 1 июля российские банки будут обязаны соблюдать новые макропруденциальные лимиты при выдаче кредитов на жилье. Доля ипотеки с определенными характеристиками не должна будет превышать пороговые значения в общем объеме выдач. Макропруденциальные лимиты устанавливаются отдельно по кредитам на готовое и на строящееся жилье. Триггерными значениями будет сумма первоначального взноса больше или меньше 20%, а также показатель долговой нагрузки клиента выше 80%, от 50 до 80 или до 50, отражающий, какую долю официального дохода заемщик тратит на обслуживание долгов. Самые жесткие лимиты затрагивают ипотеку на новостройки с низким первоначальным взносом. С 1 июля для российских банков впервые начнет действовать антициклическая надбавка, требующего большего накопления капитала. Надбавка составит 0,25% от активов кредитной организации, взвешенных по риску. Она будет действовать только для крупных системно значимых банков. Сейчас в России таких 13. Мигрантам усложнят экзамены по русскому языку. В экзаменах по русскому языку для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России, усложнят задания на аудирование и говорение, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования Рособорнадзор. Изменения вступят в силу 10 июля 2025 года. В экзамене увеличено количество заданий по аудированию. Теперь таких заданий будет 4 вместо 2, говорится в заявлении. Кроме того, принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел аудирования для успешного прохождения экзамена. Рособорнадзор также установил обязательные баллы за раздел аудирования и говорения, чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России. С 23 июня 2025 года количество заданий в банке для проведения экзаменов будет увеличено в 2 раза, добавила служба. Как отмечает Рособорнадзор, эти меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирование иностранных граждан, которые хотят жить и работать в России, к его изучению. С 1 января 2026 года экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранных граждан будут проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщал ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию. В мае правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагало освободить иностранцев, получивших разрешение на работу в рамках квот, от сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Изменение предполагается внести в статьи 15.1 и 18 Федерального закона о правовом положении граждан в Российской Федерации. Проводить экзамен для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства разрешили 92 российским госучреждениям в декабре 2024 года. Суды с 1 июля смогут оповещать по СМС о заседаниях по административным делам. Россияне смогут получать уведомления о судебных заседаниях по административным правонарушениям по электронной почте и СМС и подавать заявления и ходатайства по административным делам на портале госуслуг. Такие изменения в КоАП вступают в силу с 1 июля. Со следующего месяца суды смогут проводить заседания по административным делам в форме видеоконференций. Также поправки в КоАП ужесточают правила обращения с персональными данными. Теперь содержащие их базы должны размещаться только на территории Российской Федерации. Одновременно вводятся специальные нормы по обеспечению защиты данных сотрудников силовых ведомств, судей и лиц, находящихся под государственной защитой. Для них вводится шифрование личных данных, а при появлении угроз безопасности должна быть обеспечена оперативная блокировка доступа к информации о номерах телефонов и автомобилях собственности таких граждан. Персональные данные россиян запретили хранить на любых базах за рубежом. Требования к обработке персональных данных россиян стали строже. С 1 июля их запрещено накапливать, хранить, обновлять в любых базах за пределами России. Эти нормы содержатся в новом законе, подписанном президентом России Владимиром Путиным. Корректировки внесены в закон о персональных данных. Поправки уточняют обязанности операторов связи осуществлять обработку персональных данных граждан Российской Федерации с использованием различных баз данных, исключительно на территории Российской Федерации. Прежнее регулирование позволяло операторам связи осуществлять хранение и обработку таких данных, в том числе за пределами России, что не позволяло обеспечить надежную защиту персональных данных и создавало предпосылки к их утечке. Сенатор Артем Шейкин сообщил, что теперь за рубежом не должно быть даже копий баз
баз с данными россиян. Те компании, которые вели записи, систематизацию, накопление, хранение данных в зарубежных базах, должны использовать инфраструктуру, расположенную только в Российской Федерации. Глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин уточнил, что из этих требований остается несколько исключений. Данные россиян можно передавать за рубеж, если это нужно для судопроизводства, исполнения международных договоров, работы госорганов и СМИ. Упрощается оформление наследства для родственников погибших участников СВО. Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон, который предлагает установить упрощенный порядок принятия наследства для родственников погибшего участника специальной военной операции, либо лица, проживающего или временно находящегося на территории проведения СВО и погибшего в связи с обстоятельствами, имевшими место на указанных территориях. В соответствии с законом, наследство указанного лица открывается с даты составления записи акта гражданского состояния о его смерти. Если в соответствии со справкой о смерти гражданина или с медицинским свидетельством о смерти, дата смерти такого лица неизвестна, либо отличается от даты составления указанных документов более чем на 3 месяца. Принятое наследство с такой датой открытия будет признаваться принадлежащим наследнику со дня смерти наследования. Федеральный закон вступает в силу с 15 июля 2025 года. Как отмечал заместитель председателя Комитета по государственному строительству и законодательству, соавтор поправок Дмитрий Вяткин, сейчас наследство по закону может быть принято в течение 6 месяцев с момента смерти гражданина. Водители предупредили о резком увеличении транспортных пошлин. В России с сентября 2025 года в 2 раза увеличится размер госпошлины за получение водительских прав. Согласно поправкам, сбор за получение водительских прав вырастет вдвое. За удостоверение старого образца нужно будет заплатить 4000 рублей, за новое – 6000 рублей. Помимо этого, также возрастут пошлины за получение паспорта транспортного средства до 1200 рублей. Свидетельство о регистрации транспортного средства в бумажной форме с 500 до 1500 рублей, пластиковой с 1500 до 4500 рублей. Разрешение на внесение изменений в конструкцию машины с 1 до 3000 рублей. Документ о допуске к перевозке опасных грузов с 1500 до 2250 рублей, а его продление с 1000 до 1500 рублей. Транзитные номера на бумаге с 200 до 300 рублей, на металле с 1600 рублей до 2400 рублей. С 1 апреля в России отменили автоматическое продление водительских удостоверений. Кроме того, вступили в силу повышенные штрафы за некоторые нарушения. Ближайшие новогодние праздники могут продлиться 12 дней с 31 декабря по 11 января. Об этом рассказал портал ТАСС 23 июня со ссылкой на заявление главы Комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова. Календарное нововведение коснется всех россиян. Глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов пояснил, что возможность отдохнуть дольше появилась благодаря тому, что 8 января выпадает на четверг. Правительство может сделать 9-й день года тоже выходным за счет переноса. Депутат также предложил законодательно закрепить выходной 31 декабря вместо 8 января. По словам Нилова, такое составление производственного календаря позволит избежать ежегодных споров о переносах нерабочих дней. У граждан получится полноценно отдохнуть. Напомним, согласно Трудовому кодексу, ежегодные зимние каникулы длятся с 1 по 8 января включительно. В 2025 31 декабря уже объявили выходным днем. В Коми идет прием заявок на участие в грантовом конкурсе в области культуры и искусства. С 25 июня по 24 июля Минкульт Коми принимает заявки на соискание грантов главы Республики Коми в области культуры и искусства в 2025 году. Проект рассматривается по широкому кругу направлений. В области театрального искусства и концертной деятельности поддержку получат начинания, премьера, театрально-концертная деятельность, Коми национальная театрально-концертная деятельность и театрально-концертная деятельность для детей и юношества на сумму почти 8,5 миллионов рублей. Сфера библиотечного дела включает такие тематические направления, как книжные традиции, классика и современность, и библиотека в новом формате. Общая сумма поддержки составляет 700 тысяч рублей. В области музейного дела заявки принимаются на направление экспозиция «Новый взгляд» и «Музей плюс», на которые выделено 900 тысяч рублей.
На поддержку проектов в сфере культурно-досуговой деятельности выделен 1 миллион 700 тысяч рублей. Заявки принимаются по направлению «Мы разные, мы равные», «Живая традиция и современное общество» и «Художественно-народное творчество». В области молодежных инициатив сферы культуры и искусства на сумму 400 тысяч рублей будут поддержаны проекты по направлениям «Территория закона» и «Художественное творчество». Сфера народных художественных промыслов и ремесел охватывает области «Живое ремесло» и «Современная мастерская», на которые направлено 500 тысяч рублей. Учреждениям и организациям, принимающим участие в конкурсе, предлагается представить заявки в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с требуемым порядком. Конкурс проводится в соответствии с постановлением правительства Республики Коми о грантах главы Коми Республики в области культуры и искусства. Поддержка деятелей культуры отвечает целями и задачами национального проекта «Семья». Интинская ЦРБ получила современный операционный стол. В хирургическом кабинете Интинской городской больницы установлен современный операционный стол со множеством функций, сообщает пресс-служба Минздрава Республики Коми. Его преимущество в том, что в процессе использования не требуется подача электроэнергии. У прибора также расширенные настройки секции. Все это делает стол очень удобным, оценил достоинство приобретения хирург поликлиники номер 1 Интинской ЦРБ Махамад Мусаев. Доктор уже принимает пациентов на новом оборудовании. У нового хирургического стола предусмотрена настойка высоты ложа, угол наклона вправо и влево, смена угла наклона, а также настройка позиций съемных опор и секций. Сразу же и для головы, спины и ног. Можно отрегулировать съемные опоры для плеч, тела, рук и ног, чтобы обеспечить требуемое положение больного и надежно его закрепить. Стол оборудован съемными мягкими антистатическими подушками для каждого отделения. У него компактные размеры. Оборудование было получено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Всего в республику в рамках национального проекта поступило 16 операционных столов. 5 в Печору, 6 в Усинск, 2 в Ударский район и по одному в Сосногорск и Инту. Министерство здравоохранения продолжает работу по обновлению оборудования в больницах по поручению ВРИО главы Коми Ростислава Гольштейна. А сейчас мы ответим на самые интересные вопросы, которые задавали интинцы на этой неделе. Какие мероприятия запланированы ко Дню семьи, любви и верности? В этом году 8 июля выпадает на рабочий день, вторник, поэтому организационным комитетом мы приняли решение провести его в воскресенье, 6 июля. Традиционно в сквере «Вера, надежда, любовь» в 12 часов, потому что все-таки воскресенье, выходной день, все отдыхают, и большее количество людей сможет прийти на это мероприятие. Безусловно, как каждый год, мы будем вручать медали за любовь и верность 3 интинским семьям. И в этом году у нас одна семья должна приехать из поселка Авесь. Поэтому семьи будут, медали будут, мы готовимся. И также мы планируем в этом году провести парад семей с участием тех семей, которые в прошлые годы получали вот эту медаль за любовь и верность. Где оборудованы места для купания в Инте? Согласно пункту 1 постановления администрации муниципального образования округа Инта от 29 мая 2023 года номер 5/782 о мерах по обеспечению безопасности людей в летний период на водных объектах муниципального образования городского округа Инта, купание в водоемах запрещено в связи с особенностью климатических условий и отсутствием согласованных в соответствии с требованием ГОСТ зон рекреации водных объектов. Отсутствуют пляжи. Имеется одно место массового отдыха у воды без права купания – это парк культуры и отдыха. Проще говоря, по причине недостаточно высокой средней температуры воздуха в летний период, температуры воды, скорости течения реки, в нашем городе нет возможности провести ряд мероприятий по оборудованию пляжа с правом купания. Обращаю ваше внимание на недопущение купания в водоемах, расположенных на территории муниципального округа Инта, включая сельские поселения, и недопущение без надзора нахождения несовершеннолетних у водоемах. Как улучшить жилищные условия многодетной семье и что включает в себя улучшение жилищных условий? Улучшить жилищные условия многодетным семьям можно путем получения жилого помещения по договору социального найма, либо получения социальной выплаты для строительства или приобретения жилья. Получить жилое помещение по договору социального найма могут многодетные семьи, признанные малоимущей семьей органом местного самоуправления и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Для получения социальной выплаты на строительство или приобретение жилья статус малоимущей семьи не требуется.
Но такие семьи должны быть признаны нуждающими в улучшении жилищных условий. Одним из условий признания нуждающимся является необеспеченные жилым помещением на условиях договора социального найма или собственности, либо обеспеченные такими жилыми помещениями общей площадью на каждого члена семьи менее учетной нормы, которая сегодня составляет на территории города НТ 11 квадратных метров и менее. Также одним из условий признания нуждающим в улучшении жилищных условий является семьи, проживающие в жилых помещениях, не отвечающие установленным для жилых помещений требованиям, непригодные для проживания или расположенные в аварийных домах жилые помещения. Также в случаях, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно. Для получения социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения многодетная семья, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, должна встать на учет в соответствующем органе местного самоуправления по месту жительства. Одним из оснований отказа в постановке на учет является получение семьей иных форм государственной поддержки для улучшения жилищных условий за счет средств бюджета Российской Федерации. Также многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут воспользоваться такой мерой государственной поддержки, как получение земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения жилого дома. Многодетным семьям, принятым на учет в качестве нуждающихся, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, с их письменного согласия предоставляется иная мера социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями. Это единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка. По вопросам улучшения жилищных условий получения мер государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, могут обратиться в отдел по предоставлению жилищных субсидий, учету и распределению жилья в администрации муниципального округа ИНТА, кабинет 108. Приемные дни: среда с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13, а также пятница с 8 до 12. Телефон 629 41. Какие правила пожарной безопасности необходимо соблюдать при особом противопожарном режиме? Постановлением правительства Республики Коми 20 июня на территории НТ введен особый противопожарный режим. На период его действия запрещается использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и горючих отходов. Проведение огневых работ на территории населенных пунктов, за исключением аварийно-восстановительных работ, запрещается. Пользоваться печным отоплением без постоянного присмотра запрещается. За нарушение этих правил возможно наложение штрафа. Для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц до 60 тысяч рублей, для предпринимателей до 80 тысяч рублей, для юридических лиц до 800 тысяч рублей. Если вы обнаружили пожар, немедленно сообщите об этом по номеру 101 или 112. Вот и подошел к концу выпуск проекта «Онлайн-среда». Благодарим вас за внимание. Надеемся, что вы узнали много нового и интересного. Увидимся с вами на следующей неделе. До новых встреч!